Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. И для начала озвучим актуальный курс валют. По информации Центробанка России, 1 доллар стоит сегодня 73 рубля 61 копейку. Евро остановился на отметке 83 рубля 12 копеек. Покупает сегодня американскую валюту по лучшей цене Совкомбанк за 73,15, продает он же за 73 рубля 62 копейки. Самый выгодный курс покупки евро сегодня у Совкомбанка – это 82 рубля 67 копеек. Продает по лучшей цене Азиатско-Тихоокеанский за 83,29. Минтруд подготовил проект постановления, упрощающий порядок получения субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В частности, предлагается исключить требования о предоставлении гражданам документов или их копий, содержащих сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о предоставлении субсидий месяц. Также будет упрощена процедура продления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Так, уполномоченный орган по истечению 6 месяцев с даты принятия решения о предоставлении субсидии может принять решение о ее продлении на основании сведений, полученных им через систему межведомственного электронного взаимодействия. Один из атрибутов празднования Нового года – игристое вино – за год подорожало в несетевой рознице больше всего в республике. Как рассказали эксперты, в среднем по России цена бутылки шампанского выросла на 14%. Как считают эксперты, перед Новым годом цены на напиток не обязательно вырастут. В 2020 году средняя стоимость не менялась в ноябре и декабре. Всего 5,5 миллиардов рублей направят на поддержку льготной ипотечной программы из резервного фонда правительства России. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Это поможет улучшить жилищные условия не менее чем 622 тысяч граждан. Отмечается, что необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России, а также с текущей динамикой выдачи ипотечных кредитов. Напомним, что программу «Льготная ипотека» запустили в 2020 году как одну из мер поддержки граждан и строительной отрасли. В ее рамках можно получить кредит по ставке 7% годовых на покупку жилья или строительство частного дома. Разницу между льготной ставкой и рыночной банком возмещает государство. 10 жилых домов для переселенцев из аварийного жилья получили заключение о соответствии. Отмечается, что среди построенных жилых домов по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда получили заключение 3 благоустроенных многоквартирных дома в Алданском районе, а именно в поселке Нижний Куранах и городе Томот. В поселке Усть-Нера Имиконского района ожидает ввода в эксплуатацию трехэтажный благоустроенный дом. 17 квартир в доме сданы с внутренней отделкой, кухонными плитами, сантехникой и водонагревателями. Также выдано заключение о соответствии 9-этажному дому по улице Чернышевского, 110 в Якутске, где в 149 квартир переедут семьи, расселяемые из аварийного жилищного фонда. Минтранс планирует обязать пассажиров поездов, купивших билет на нижние полки, уступать место у стола попутчикам с верхних полок. Проект соответствующего приказа опубликован на портале правовой информации. Уточняется, что на утренний и вечерний прием пищи пассажирам верхних полок нужно выделять не менее 30 минут, а на обед не более часа. Кроме того, власти предлагают расширить перечень документов, по которым россияне смогут оформлять билеты, добавить в него справку об утере паспорта или об освобождении из мест лишения свободы, временное удостоверение личности от органов внутренних дел, документ, удостоверяющий личность осужденного и некоторые другие. Сегодня состоялись торжественные проводы граждан, прошедших обучение в рамках федерального проекта содействия занятости и подпроекта «Вахта-14». 38 курсантов со всей республики обучились, трудоустроились и отправились в Нерюнгри работать в угольном предприятии «Колмар». Подробнее в материале Марферины Алексеевой. О возможности обучения, переквалификации и обретения новой специальности в сфере промышленности якутяне узнали в соцсетях. И буквально через месяц после подачи заявки на участие в проекте «Вахта-14» мужчины обрели профессию и уже сегодня выехали в Нерюнгри, трудоустроившись на постоянной основе на подземного горнорабочего в компании «Колмар». Программа обучения и трудоустройства местного населения проводится в рамках федерального проекта содействия занятости, программы «Местные кадры в промышленность» и национального проекта «Демография». На сегодня это уже 9-я группа, отправляемая после обучения в крупные промышленные компании. Условия работы и условия проживания сейчас в промышленных компаниях
очень хорошие, очень удобные для того, чтобы эффективно максимально работать. Если я сравниваю с ситуацией, когда это было лет 10 назад, да, или 20 назад, когда я сам работал в промышленной отрасли, там условия были такие жесткие. Нас выручала только романтика таежная, скажем так, да, то сейчас и Wi-Fi, и все условия, да, и в том числе и социальный быт, да, очень хорошо налажен в компаниях, начиная от спорта, да, заканчивая там какими-то культурными мероприятиями. Программу обучения и трудоустройства местного населения реализуют 28 промышленных компаний. За 5 лет действия проекта трудоустроено тысячи жителей республики. Программа работает и отлично откликается у населения. С 2017 года мы реализовываем проект «Местные кадры в промышленность», в рамках которого уже трудоустроилось свыше 30 тысяч человек. Сегодня 38 человек выезжают у нас для трудоустройства в компанию «Колмар». Это представители практически всех улусов республики. И это яркий пример того, что работа у нас есть в республике, люди у нас есть, люди готовы работать, и местные трудовые ресурсы у нас востребованы. Заработная плата на начальной стадии, к примеру, у подземного рабочего в компании «Колмар» будет от 80 тысяч рублей. 3 месяца вахтовой работы и месяц отпуск. Оплачивается проезд до дома и обратное возвращение на рабочее место. Самым удобным, по мнению курсантов, является организация быстрого обучения новой квалификации. Через 3 дня позвонили, сказали, что есть там в Колмар, в Нерингли. Можно там через 2 недели, там, да, после обучения, получается, ага. Я согласился, вот, получается, что я уже сегодня еду. Я вот учился, там ничего сложного такого нету. Республику не подведем. Наткнулся на объявление в Инстаграме. Тут же позвонил, сразу же откликнулись, предложили обучение. Обучился 3 недели, закончил курсы, сдал экзамены и попал сюда. Будем расти по карьере, начинать с чего-то. В текущем году в рамках программы «Местные кадры в промышленность» трудоустроено около 10 тысяч жителей Якутии. До 2024 года планируют трудоустроить еще не менее 27 тысяч якутян. Марфелина Алексеева, Джулс Накентьев, Якутск. Заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения Станислав Ставнов заявил о возможной эффективности препарата для лечения алкогольной зависимости дисульфирам против COVID-19. Напомним, ранее американские ученые опубликовали исследование, показывающее, что прием дисульфирама связан с уменьшением риска COVID-19. Результаты исследования также показали, что у лечившихся от алкоголизма этим препаратом риск заболеть ковидом был на 34% ниже. Кроме того, ни один человек из них не умер от коронавирусной инфекции. Таким образом, исследование американских ученых позволяет предположить, что польза от применения лекарства существует не только в результатах расчетов специалистов. Тем не менее, чтобы сделать окончательные выводы, необходимо дождаться независимого подтверждения результатов наблюдения, подчеркнул Отставнов. В 2022 году изменится форма листка нетрудоспособности, порядок начисления выплаты по нему и ее максимальный и минимальный размеры, а также правила взаимодействия Фонда социального страхования с работодателями. Все больничные будут электронными, врачи будут подписывать документы электронной подписью и размещать в информсистеме Фонда социального страхования. Правила оплаты больничных за 2021 год в следующем году не изменятся. Очное обучение для учеников 1-8 классов в столице республики возобновились сегодня, 13 декабря. Напомним, учащиеся с 1-8 классов из-за заболеваемости среди детей ОРВИ и гриппом находились на дистанционном обучении с 30 ноября по 6 декабря. Затем власти Якутска продлили онлайн-формат до 12 декабря. Отмечается, что по данным на 10 число показатели заболеваемости среди детей стали ниже по сравнению с показателями предыдущей недели. Декабрь для Южной Якутии ознаменовался повышением качества офтальмологической помощи. Теперь она стала еще доступнее. Новые цифровые технологии теперь применяются в городе Нерюнгри. На базе филиала Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы с помощью фундус-камеры врач-офтальмолог совершает снимки глазного дна и в случае необходимости незамедлительно направляет их через систему телемедицины в Якутск. Таким образом, пациент будет избавлен от необходимости тратить денежные средства на поездку в Якутск, чтобы получить консультацию столичных офтальмологов.
12 декабря в поселке Алмазный Мирнинского района произошел пожар в жилом доме. Эвакуированы 30 человек, в их числе 10 детей. В результате возгорания огнем повреждены 2 квартиры на общей площади 120 квадратных метров. Причина – виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 22 человека личного состава и 6 единиц техники. В республике начаты мероприятия по регулированию численности волков. Сегодня в Якутии насчитывается более 3000 животных. Из них, по информации районных инспекторов, более 1000 хищных зверей находятся вблизи населенных пунктов и коневодческих хозяйств. Больше всего волков обитает в Алданском, Вилюйском и Заречных районах. На сегодняшний день волками затравлено 118 лошадей и более 550 тысяч голов оленя. Для регулирования численности волков дирекцией охотничьих ресурсов созданы бригады волчатников. Для уничтожения хищников выделено 2 миллиона рублей. По данным ученых, травеж ежегодно охотничьих ресурсов превышает более 200 миллионов. Это очень серьезная цифра, поэтому в настоящее время ведется усиленное регулирование. Выделяются средства на регулирование численности волков. Например, дирекция в этом году, в 2021 году 2 миллиона получила на регулирование на средства, которые были созданы 25 специализированных бригад и 2 мобильные бригады. Охотник, добывший волка, сдает шкуру добытого волка в заготовительную организацию, который перечисляет охотнику премию в размере 20 тысяч рублей. Это за взрослого волка и 5000 за волчонка. Информацию об обнаружении мертвого амурского тигра в лесу на территории республики опровергли в региональном Минэкологии. Напомним, в социальных сетях распространилась информация о том, что в тайге Хабаровского края местный охотник обнаружил мертвого краснокнижного хищника. По данному факту правоохранительные органы Хабаровского края возбудили уголовное дело. По информации министерства, замеченный в Южной Якутии тигр больше не показывался. Специалисты продолжают следить за данной ситуацией. Евгений Григорьев поручил выработать предложение по усилению ответственности хозяев собак за самовыгул. 180 безнадзорных животных отловлено в Якутске за прошедшую неделю. Использовано 13 ловушек, работали 4 автомашины с ловцами. Благодаря привлечению 2 дополнительных машин объемы отлова увеличены на 60% по сравнению с первой неделей декабря. Заслушав отчет, Евгений Григорьев поручил рассмотреть вопрос об увеличении платы за отлов и содержание хозяйских собак в пункте передержки. Сегодня она составляет 460 рублей за отлов и 289 рублей за сутки пребывания в пункте. Такая мера может быть дисциплинирующей для многих владельцев собак, выпускающих их на самовыгул, отметил глава Якутска. Эксперты по информационной безопасности рассказали, что делать в случае кражи средств через онлайн-магазины. По словам специалистов, если деньги похитили через сервисы без использования технологии 3D Secure, то клиент может их вернуть. В этом случае банк вправе запустить процедуру чарджбека. Для этого покупатель должен в течение 120 дней с момента кражи подать заявку. Отметим, что ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему с использованием сайта клона Минздрава. После перехода на него жертва перенаправляется на мошеннический ресурс с розыгрышем крупного денежного приза. Для его получения требуется ввести данные банковской карты. Мы переходим к мировым новостям. В воскресенье Испания продолжала испытывать на себе природные катаклизмы. На юге продолжало извержение вулкан Кумбре-Вьеха, в то время как север страны страдал от наводнений, вызванных проливными дождями. Подробности далее. Вулкан Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма в воскресенье побил рекорд по самому продолжительному извержению на острове с тех пор, как ведутся записи, то есть с 1585 года. На кадрах с беспилотника, снятых в субботу, видно, как в разные стороны от жерла летят камни и на многие метры в небо поднимается дым. Вулкан активен в течение уже 85 дней. Он проснулся 19 сентября. Предыдущий рекорд принадлежал вулкану Туя. Одновременно с этим на севере Испании в воскресенье река Эбро затопила поля близ города Навильес и муниципалитет Туделла. Кадры с беспилотника показали затопление обширных участков земли в регионе Арагон, когда грузовики сбрасывали грунт, чтобы возвести барьеры и предотвратить дальнейшее затопление. В
В субботу чрезвычайное военное подразделение Испании направило в Навилья с почти 300 военнослужащих, 100 транспортных средств и вертолет, сообщила государственная телекомпания РТВЕ. Сильный дождь из-за шторма Бара затронул такие регионы, как Кастилия и Леон, провинции Наварра и Арагон, а также страну басков. Жители Гонконга были рады возобновлению заплыва через гавань Виктория. В спортивном мероприятии приняли участие 1200 пловцов. Как это все происходило, расскажут наши коллеги. Около 1200 пловцов в воскресенье проявили необыкновенную решимость и проплыли через гавань Виктория в Гонконге. Это ознаменовало возвращение ежегодного городского соревнования New World Harbour Race после года перерыва из-за пандемии. Несмотря на волны и ветер, пловцы преодолели расстояние в километр между пристанями районов Ванчай и Чисачой. 24-летняя профессиональная спортсменка Джейми Йенг сказала, что наслаждалась заплывом. Я считаю, сегодня прекрасный день. Мы думали, будет холодно и ветрено, но оказалось действительно хорошо. И гавань Виктория прекрасна, так что было здорово просто смотреть на здание, когда плывешь. Не только профессионалы, но и сотни пловцов-любителей с ярко-оранжевыми буями приняли вызов. Вода была немного прохладной, но это хорошо. Удивило течение, но все равно это приятное событие. Я по-настоящему наслаждался. 60-летний Уоллес Ли считает возвращение гонки в гавани хорошим знаком. Это значит, что мы готовы к выздоровлению. Когда наши спортивные мероприятия смогут возобновиться, тогда и экономика восстановится. Совет по туризму объявил в среду, что и другое важное спортивное мероприятие города, гонконгский циклотон, возвращается. Велозабег по мостам через дельту Жемчужной реки пройдет 16 января 2022 года. Тем временем в Индии прошли первые в сезоне гонки на буйволах. Традиционное для Южного штата соревнования по залитой водой трассе привлекает сотни фермеров и зрителей. Анастасия Дмитриева расскажет подробнее. Фермеры в субботу устроили ежегодную гонку буйволов Камбалу в южном индийском городе Бангалор, отметив таким образом окончание сезона сбора урожая. Камбала была придумана для развлечения сельских жителей в штате Карнатака. Ипподром представляет собой покрытое слякотью рисовое поле, а животных направляет, побивая кнутом, фермер. В этом году в соревновании приняли участие более 200 пар буйволов. На зрелище пришли посмотреть сотни человек. Это как праздник для нас. Каждый год мы приходим и смотрим, получая удовольствие. Мы любим наблюдать за бегущими буйволами, и здесь это похоже на грандиозный фестиваль. Раньше выигравший погонщик награждался кокосами и бананами. Сегодня победители получают денежные призы. За один сезон, с ноября по апрель, в разных деревнях Индии проводится до 45 камбал. Сельский вид спорта был запрещен на 3 года из-за подозрений в жестоком обращении с животными. Но в 2017 году соревнования снова разрешили. Огни гигантской рождественской ели, установленные на площади Святого Петра в Ватикане, зажглись вечером в пятницу. Вертеп с изображением евангельских событий в этом году создали мастера из Перу. Продолжит тему Сергей Берец. Вечером в пятницу засияли огни рождественской ели на площади Святого Петра в Ватикане. Из-за дождя сигнал на включение иллюминации был дан из зала для аудиенций, носящего имя Папы Римского Павла VI. Дерево высотой 28 метров доставлено из Доломитовых Альп на границе Италии и Австрии. Выбор Ватикана пал на него, поскольку оно выращено в рамках проекта по устойчивому развитию. Деревянные игрушки изготовлены вручную. Ранее таким же нажатием кнопки включилось освещение рождественского вертепа. Фигуры и декорации для сцен Рождества Христова и последовавших за этим событий создали перуанские художники из народности Чопка, живущего на высокогорье в Андах. Они придали евангельским сюжетам свой этнический и культурный колорит. Так трое волхвов принесли в дар младенцу Иисусу традиционные индейские блюда, а место верблюдов заняли их родственники – ламы. Ель и вертеп останутся на площади Святого Петра до праздника Богоявления или Крещения Господня по Григорианскому календарю 9 января.
Тем временем в Якутске стартовали курсы повышения квалификации тьютор-проекта «Одаренный ребенок». Курсы подготовят специалистов проекта, который в 2019 году был представлен в Агентстве стратегических инициатив как одна из лучших российских региональных практик в области образования. На сегодняшний день главная цель проекта «Одаренный ребенок» – выявление задатков и развитие способностей детей. Так, старт курсов повышения квалификации ознаменовало открытие выставки «Лики Арктики» художницы и сотрудницы детского сада Люции Слепцовой. Наш садик – это инновационная площадка для развития с малых лет всех детей, одаренных детей. И данная выставка, приходящая выставка, вполне себе способствует этой программе. Во-первых, дети получили колоссальный эстетический опыт. Я в эти дни видела их живые реакции, как они делились своими эмоциями с родителями. Сборная России по биатлону заняла 3-е место в мужской эстафете на 3-м этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Победу в эстафете одержали норвежцы, использовавшие 5 дополнительных патронов. 2-е место заняли французские спортсмены. Россияне финишировали 3-ми. Среди женщин победу одержала шведская команда. Российские биатлонистки заняли 2-е место в эстафете на 3-м этапе Кубка мира. 3-е место у сборной Франции. Напомним, что ранее российские биатлонистки попали на подиум в эстафетной гонке впервые с 21 января 2021 года. Тогда российская команда в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной одержала победу на 7-м этапе Кубка мира в итальянском Анхольце. Продолжая тему спорта, якутская «Заря» сыграла в ничью с новосибирским «Сибиряком» в гостевом матче 12-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд высшей лиги. Встреча завершилась со счетом 5-5. В составе якутян хет-трик оформил Дмитрий Матицын. По одному взятию ворот провели Адам Габибов и Роман Аносов. В составе хозяев площадки отличились Георгий Гафтадзе, Никита Кузнецов, Алексей Горелов и Максим Осипов. Также мяч в свои ворота отправил игрок «Зари» Габибов. Якутские футболисты располагаются на 8-й строке турнирной таблицы, набрав 15 очков. В 13-м туре они сыграют с саратовской «Волгой». Матч пройдет сегодня. В Москве на фестивале «Вкус Арктики» представили кулинарные шедевры северной кухни. Фуд-ивент является одним из официальных мероприятий председательства России в Арктическом совете. Его инициатором и хедлайнером выступила Якутия. Помимо гастрономии, фестиваль запомнился и деловой частью, где презентовали проект Арктического совета «ЯАЛУ. Молодежь коренных народов. Культура питания и перемены в Арктике». Все подробности у Айсены Бурнашовой. 800 тысяч озер, 2 миллиона километров рек, 1370 метров составляет глубина вечной мерзлоты. Это все о Якутии. На таких мультимедийных стендах, напоминающих айсберги, разместилась вся актуальная информация об арктических регионах и даже странах. Вот, например, стенд Исландии, страны льдов и снега. Именно от Исландии в этом году представительство в Арктическом совете перешло к России. И сегодня все говорит об устойчивом развитии, сохранении наследия и культуры арктических общин. В деловой части фуд-ивента презентовали уникальный проект «ЯАЛУ» – книгу, созданную молодежью Арктики, о традиционных блюдах сразу 16 коренных народов мира. Мы защищаем знания о продуктах питания коренных народов, сохраняем их для будущих поколений. Несколько лет назад собрались 50 молодых людей, большая делегация со всего севера и, конечно, из Якутии. И начали общаться с пожилыми людьми о традиционной еде коренных народов. Эти знания в этой книге. Именно через сохранение культуры питания мы показываем уникальность традиции и говорим о многообразии культур, отмечают участники фестиваля. Проект «ЯАЛУ» важен для развития всей арктической территории. Мы видим, что работа России идет от сердца в плане поддержки коренных народов, в экономике, в устойчивом развитии Арктики. Сегодня мы также вместе говорим об изменении климата, его изучении, обсуждаем много действительно важных тем. Я из Канады, и я думаю, что у нас прекрасные партнерские отношения. Объединить креативные силы стран в решении проблем устойчивого развития регионов Арктики будет возможно и на Северном форуме, который пройдет в Якутии уже в следующем году. Северный форум устойчивого развития, он пройдет в сентябре, в конце сентября. Я с удовольствием приглашаю всех представителей молодежи, коренных народов Севера, всего мира, и вот с тех, с кем я сейчас встречаюсь, представителей, к нам в Якутию на этот форум.
Самое ожидаемое событие гастрономического фестиваля «Вкус Якутии», конечно, гала-ужин. Якутия, как инициатор и хедлайнер мероприятия, открывает его. Гостям подали королеву стола – индигирку из чира с икрой и сусальным золотом. Самое главное, что здесь люди имеют возможность познакомиться с потрясающей, глубокой культурой, не просто кухней, а культурой. И, конечно, Якутия, как самый большой субъект Российской Федерации и самая большая арктическая территория у нас богато представлена здесь. Поэтому спасибо Арсению Сергеевичу, спасибо республике за, как всегда, качественную, отличную отработку. Уруяхал. Всего же фестиваль «Вкус Арктики» будет работать 2 дня. Ее участниками стали все представители российской Арктики и зарубежных стран. В программе мастер-классы от именитых шеф-поваров и представителей КМНС, дегустации блюд, концертные номера. Ключевое событие – кулинарный марафон арктической кухни. На фестивале представлено все самое лучшее и все самое вкусное. Каждый здесь выбрал тот регион, который он захочет посетить. Наша задача – это не только накормить, но и привести к себе. И я уверена, что это послужит также развитию гастротуризма в Российской Федерации в целом. Айсена Барнашова, Джур Березкин, Виктор Олесов, Москва. В Якутске стартовала продажа живых елок. О том, сколько стоят елки и откуда они были привезены, знает мой коллега Власий Сергеев. Он сейчас выходит с нами на связь из пункта, где идет реализация. Власий, приветствую, передаю тебе слово. Надежда, здравствуй. Я сейчас нахожусь в якутском филиале Якут Лесресурса, где на прошлой неделе стартовали продажи новогодних сосен. Как вы можете заметить, ассортимент здесь представлен достаточно широкий. Так, здесь можно приобрести сосны от 1,5 до 2,5 метров в высоту. Отмечу, что сосны поставляются сюда, в Якутск, из разных районов республики, и поставки у нас продолжаются по сей день. Стоимость сосны зависит от высоты. Так, дерево до 1,5 метра в высоту будет стоить 600 рублей, до 2 метров 900 рублей и свыше 2 метров 1200 рублей. На сегодняшний день здесь представлены пока что только сосны, но уже к текущей среде, к этой среде будут завезены еще и другие виды. Ну, о преимуществах живых елок, а точнее сосен, и о том, на какие моменты стоит обращать внимание при выборе, нам расскажет директор якутского филиала Якут Лесресурса Чагыл Чекачев. Итак, Чагыл Олегович, на какие же моменты стоит обращать в первую очередь внимание при выборе сосны или елки? Ну, преимущество живой елки – это, конечно, запах Нового года. А вот на что обратить внимание, то это на пышность, на частоту стволов, веток. И по высоте надо определиться, вот, на что будете ставить, потом высота потолка, можно вот поменьше выбрать, можно вот повыше выбрать, ну вот так вот. Вот, что касается толщины ствола, важно ли это? Ну, толщина, вот, например, да, вот где-то 5 сантиметров в диаметре, но там редкие ветки будут, а вот сюда посмотрите, тут погуще будет. Чуть поменьше ствол, но погуще. Да, люди также вот беспокоятся о том, что не рановато ли сейчас покупать, да, например, люди беспокоятся о том, что вот купим сейчас, а потом к Новому году вот елка у нас вся оголится, да. Когда стоит покупать елки и как их хранить правильно? Ну, некоторые делают так, покупают, когда есть выбор, ближе к Новому году уже выбора остается мало, и покупают, и некоторые хранят на балконе где-то неделю, потом заносят за неделю, за 2, ну, кто как ставит, и уже распустится елка. Ну и что можете посоветовать нашим телезрителям вот, по поводу установки? Ну, все по-разному устанавливают. Некоторые на воде, некоторые на песок ставят. А если на воду ставите, то можно туда добавить глюкозы, сахара, там, чтобы и к Старому Новому году она расцветет, там почки появятся, цветочки.
Как раз к Старому Новому году, да? Отлично. Ну что ж, желаем вам удачи в дальнейшей вашей работе. Ну а прежде чем попрощаться, я хотел бы отметить, что продажи в якутском филиале Якут Лесресурса, они продлятся до 27-28 декабря в зависимости от темпа, собственно, самих продаж. Ну а подробнее о выборе деревца смотрите в вечерних выпусках новостей. У меня на этом пока все. Надежда, передаю слово тебе. Ну а мне остается добавить, что во время предновогодней поры елка – один из главных праздничных атрибутов. Благодарю Власе и напомню, с нами на прямой связи был наш коллега Власий Сергеев. И мы переходим к другим темам. Шоу-показ легендарных сказочных образов от Августины Филипповой состоялся в парке активного отдыха «Урдель». Именитые артисты республики вышли в костюмах и образах национальных героев с легенд и мифов народов Саха. Подробнее расскажет Марфирина Алексеева. Одним из самых завораживающих площадок фестиваля «Зима начинается с Якутии» стал центр активного отдыха «Урдел». Волшебный вечер состоялся в 2 шоу-представлениях. Алгыс и сказочное представление на открытом воздухе, а также показ-спектакль с участием самых именитых звезд Якутии. Шоу прошло в стиле сказочной постановки, где героями стали мифические национальные образы народа Саха, воплощенные в реальность легендарными костюмами от Августины Филипповой. У меня образ Мускудулу. Ага. Я думаю, я сама считаю, что это ледяная королева. Вот. Так как у нас мерзлота и очень долгие зимы, я очень люблю зиму нашу. И мне запах зимы очень нравится. Поэтому без снега, без льда я себя не чувствую. Мой образ называется «Снежная королева». Это из сказки «Тепло вечной мерзлоты». Конечно же, у меня было волнение насчет моих птиц, как они отреагируют. Совсем близко находятся наши зрители, чтобы им подать образ, чтобы они также держались, чтобы это было как по-настоящему в сказке. Я очень давно знакома с Августиной Николаевной Филипповой. Я обожаю ее как самого лучшего мастера Якутии, какие она образы создает. Сегодня я, например, в образе Матта Хотун. Очень красивый образ, мне очень нравится, тем более это образ горного улуса, Далбар Хотун, моя бабушка из горного улуса, поэтому я имею честь сегодня даже надеть вот такой красивый наряд. Весь спектакль сопровождался живым музыкальным исполнением ансамбля «Кыл Саха», что создавало неповторимую атмосферу. Самым главным событием программы стало рождение легенды. Впервые в Якутии всеми почитаемого Баяная удалось воплотить в реальность. Августина Филиппова совместно с предприятием «Сахабулт» презентовали сакральный костюм духа хозяина тайги Баяная. Образ представил киноактер Нюргун Бечиген. Образ Баяная у мужчин значится очень высоко. И вот мы, все мужчины, поклоняемся духу Баяная. И он в себе несет светло, добро и благость. Цель мероприятия – сохранение и развитие фундаментальных основ традиционных художественных ремесел, сохранение идентичности народа, а также повышение имиджа Якутии. Костюм Августины Филипповой имеет межкультурное значение и является брендом республики, узнаваемым не только в России, но и за рубежом. Марфирина Алексеева, Джулус Иннокентьев, Якутск. В завершении выпуска расскажем о погоде в крупных городах Якутии. Так, в Алдане сегодня пасмурно, температура воздуха минус 26 градусов, ближе к ночи ожидается минус 33, порывы ветра достигнут 7 метров в секунду. В Нерюнгре минус 28, давление составляет 691 миллиметр ртутного столба. В ближайшей ночью температура воздуха составит минус 33 градуса. А в Ленске сегодня минус 30, к ночи температура воздуха составит минус 36 градусов, ветер до 6 метров в секунду. В Мирном минус 38, ночью ожидается уже минус 42, давление составляет 734 миллиметра ртутного столба. И в столице республики сегодня днем минус 37 градусов. В ближайшей ночью столбики термометров опустятся до минус 38. Ветер от 2 до 3 метров в секунду. Давление составляет 752 миллиметра ртутного столба. На этом пока вся информация о развитии событий. Смотрите в наших следующих выпусках. До встречи в эфире.